Региональный проект «Экспорт продукции АПК» был разработан и утвержден в 2018 году. Основными задачами проекта являются создание новой товарной массы, создание экспортно-ориентированной товаропроизводящей инфраструктуры и устранение торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК республики на целевые рынки. Выполнение этих задач позволит нам достичь к 2024 году объема экспорта продукции АПК в размере $43 миллионов, увеличить поставки собственной продукции в 3 раза до 43 тысяч тонн по отношению к 2017 году. Поставлена задача нашего главы республики Юрия Георгиевича о том, что сельхозпродукции тоже надо будет сейчас зерновые, надо отправлять тоже. Мы сейчас думаем над этим, чтобы закупить тут сельхозтовары производителя, чтобы не вывозили с республики и отправлять за пределы. У нас наши главы большой авторитет в арабских странах. И у нас здесь есть порт в Дагестане, транспортные расходы небольшие, и транспортные расходы льготные, в этом году Минсельхоз доплачивает. Поэтому есть у нас, мы сейчас поставили четкую задачу, мы должны какую-то часть в этом году отправить тоже экспорт. В Минсельхозе констатируют, что сегодня самостоятельно попасть на полки иностранных магазинов российским производителям сложно. Сейчас одним из основных инструментов является субсидирование части затрат экспортеров, связанных с продвижением своей продукции за рубежом. За счет реализуемых и планируемых в регионе инвестиционных проектов объем валовой продукции АПК республики увеличится более чем на 50%. Среди таких проектов птицекомплекс Южный, агрокомплекс Сунжа и, наконец, садгигант Ингушетия, одно из самых успешных предприятий в регионе. Мы закончили строительство сада. 1000 гектаров земли, которые у нас было, мы освоили полностью. Последние закладки были весной этого года. Естественно, все прижилось как надо. Сад в хорошем состоянии. Сейчас вы видели его. Мы надеемся, что в этом году будет тоже хороший урожай. Мы работаем с несколькими институтами, которые занимаются наукой. Главный из них – это Мичуринский Всероссийский институт садоводства в городе Мичуринске. Один из корифеев мирового садоводства – это академик Гудковский Владимир Александрович. У нас последний раз был 5 мая в саду. В саду используются новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства. К деревьям в прикорневую часть вода подается автоматизированной системой капельного орошения. Здесь выращиваются более 10 сортов яблок, в том числе известные Гала, Golden Delicious, Pink Lady, Granny Smith, Fuji, Lady Крым, Red Delicious. Помимо яблок здесь выращиваются также и практически все фрукты, которые могут расти в регионе. У нас здесь 4 клетки косточковых. Мы были вверху на абрикосе, персик, черешня и слива у нас. В прошлом году мы посадили одну клетку 5 гектаров груши. В этом году посадили 3 гектара у нас уже виноград посадили, 3 сортов. Тоже все завезли с Италии. Самые лучшие столовые сорта. Так что потихонечку делаем разнообразие, расширяемся. И для нашего потребителя все условия. Сохранение качества собранного урожая для предприятия – вопрос, который уже успешно решен. Для хранения и сортировки всего этого объема продукции построили самый большой в стране оптовый распределительный центр. Здесь используются новейшие разработки техники и оборудования, производимого мировыми лидерами в отрасли садоводства. У нас есть технологии хранения не только яблок, но и всех косточковых. Технология хранения овощей, других культурских хозяйств, которые мы можем хранить в этом ОРЦ, он предназначен для хранения не только яблок, но и картофеля, капусты, моркови, свеклы и так далее, и так далее, и так далее. Для них есть особые условия, особое оборудование. Более того, у нас смонтированы и работают там 2 линии, самые современные, которые существуют в Европе. Это линии компании Unitec, итальянской компании, каждая из которых сортирует в час 20 тонн. То есть 40 тонн в час мы ежечасно сортируем. Работают у нас в 2 смены эти линии. По 8 часов каждая смена. Естественно, мы продаем в день от 24, 25 до 27 фур. Вот вчера продали 21 фуру. Это по 20 умножьте, получается 400 тонн яблок в день. Садгигант Ингушетия является основным экспортером продукции в регионе. Планируемый им объем поставок на 2019 год составляет около 5000 тонн.
Инвесторы полагают, что современный интенсивный сад и строящиеся при нем инфраструктурные объекты послужат многим жителям республики школой эффективного использования сельскохозяйственных земель, кузницей для подготовки высококвалифицированных специалистов-садоводов. Асия Ивлоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.